Здравствуйте, ребята! Сегодня мы проводим с вами урок русского языка и литературы в 7 классе. С вами Максименко Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы школы-гимназии имени Абая Сарканского районного отдела образования. Мы начинаем изучение нового раздела «День Победы. Почему мы должны помнить?». Тема сегодняшнего урока – Александр Альфредович Бег и его повесть «Волоколамское шоссе». Цели обучения. Сегодня на уроке мы научимся определять основную мысль текста, опираясь на содержание текста, формулировать проблемные вопросы по тексту, позволяющие выдвигать идеи, предположения и отвечать на вопросы, приводя аргументы, связывать информацию текста с другими фактами из реальной жизни. Я хочу пожелать вам сегодня добра, хорошего настроения. Улыбнитесь. Мы с вами начинаем урок. День Победы. Это словосочетание не может оставить равнодушным никого. Это один из величайших праздников нашего мира. Говорит Москва. От Советского информбюро. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Эти слова ознаменовали начало великого этапа мира и согласия на земле. Великая Отечественная война оставила глубочайшие отпечатки на каждом человеке, который принимал участие в этих событиях. Давайте разберем с вами, что же означают слова «великая», «отечественная». К слову «великая» мы можем подобрать ряд синонимов. Большая, гигантская, всеобъемлющая, громадная, важная. Слово «отечественная» очень близкое по звучанию к слову «отан» в казахском языке. «Уло отан соғысы» говорят в казахском языке. Великая Отечественная война, звучит это на русском. Отечественная. Происхождение данного слова связано со словом «отец». Отечество, отчизна, родина, отчий край, земля отцов, родная земля. В этой войне наши деды, прадеды воевали за мир на родной земле, за мир в своей отчизне. Родина – вот что было самым ценным для каждого, кто отдавал жизни во имя Великой Победы. Казахстан не оказался в стороне и внес неоценимый вклад в дело Великой Победы. В тот страшный день земля рванула в небо, от грохота застыла в жилах кровь. Июнь цветастый сразу канул в небо, и смерть вдруг оттеснила жизнь, любовь.
Казахстанцам есть чем гордиться, и мы действительно должны помнить. Вот почему раздел, который мы изучаем, называется «День Победы». Почему мы должны помнить? Потому что тысячи жизней были отданы во имя великого мира на земле, во имя того, чтобы мы жили на мирной земле. Сегодня мы знакомимся с творчеством Александра Альфредовича Бека, который посвятил свою повесть «Волоколамское шоссе» знаменитому казахстанскому герою Великой Отечественной войны Бауыржану Момышұлы. Александр Альфредович Бек родился в Саратове в семье военного врача. В годы Великой Отечественной войны Бек стал фронтовым корреспондентом. В 1942-43 годах написал повесть «Волоколамское шоссе», которая принесла ему широкую известность. В повести рассказывается о подвиге героев-панфиловцев, погибших в бою с фашистами под Москвой. Героем-повествователем писатель сделал реальное историческое лицо – панфиловца, командира батальона Бауыржана Момышұлы. Александр Бек создал эту книгу по его рассказам и воспоминаниям. Бауыржан Момышұлы родился в 1910 году в Жувалинском районе Джамбулской области. Будучи еще совсем молодым человеком, работал учителем, секретарем райисполкома, финансистом, начальником милиции. В 1936 году он призывается на действительную военную службу и навсегда связывает свое будущее с армией. В годы Великой Отечественной войны Момышұлы был единственным казахом-командиром дивизии. Он прошел через всю долгую войну, начав ее в звании старшего лейтенанта и закончив полковником. Командовал взводом, батальоном, полком и дивизией. В боях Великой Отечественной войны с сентября 1941 года в составе 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала-майора Панфилова в должности командира батальона. Старший лейтенант Момышұлы при обороне Москвы участвовал в 27 боях. Во время второго генерального наступления вермахта на Москву с 16 по 18 ноября 1941 года батальон Бауыржана Момышұлы в отрыве от дивизии героически сражался на Волоколамском шоссе у деревни Матрёнино. Умелое руководство комбата позволило на 3 дня задержать фашистов на данном рубеже, после чего старший лейтенант Момышұлы вывел батальон из окружения боеспособным. Героический боевой путь батальона под командованием Бауыржана Момышұлы описан в художественной исторической книге Александра Бека «Волоколамское шоссе». С отрывками из этой повести мы с вами будем знакомиться на предстоящих уроках. Сейчас послушайте отрывок, который называется «Человек, у которого нет фамилии». Познакомиться нам довелось так. Я долго искал человека, который мог бы рассказать о битве под Москвой. Человека, чье повествование хватило бы замысел и смысл операции, и вместе с тем повело бы туда, где проверяется и решается все – в бой. Изучив материал, я знал, что, наступая на Москву в октябре и в ноябре 1941 года и пытаясь сомкнуть клещи вокруг нашей столицы, противник одновременно рвался к цели, напрямик, нанося главный удар вдоль Волоколамского, а затем Ленинградского шоссе. В тяжелые дни октября, когда немцы прорвались под Вязьмой и на танках, мотоциклах, грузовиках двигались на Москву, подступы к Волоколамскому шоссе закрыли. 316-я стрелковая дивизия, ныне известная как 8-я гвардейская дивизия имени генерала-майора Панфилова, предприняв второе ноябрьское наступление на Москву, противник бивал Клин в том же направлении, где опять-таки дрались панфиловцы. В 7-дневном сражении под Крюковом в 30 километрах от Москвы панфиловцы вместе с другими частями Красной Армии сдержали напор немцев и отбросили врага. Я отправился к панфиловцам, и еще не ведая ни имени, ни звания человека, который расскажет историю великой двухмесячной битвы, верил, я встречу его, и действительно встретил. Это был Бауыржан Момышұлы, в дни битвы под Москвой старший лейтенант, и теперь 2 года спустя гвардии полковник. Знакомясь, он назвал себя. Плохо расслышав, я переспросил. «Бауыржан Момышұлы», — раздельно повторил он. В его тоне я уловил странную нотку, которая в тот момент показалась ноткой раздражения.
Должно быть, он любит, подумалось мне, чтобы его понимали мгновенно. По привычке корреспондента я вынул записную книжку. «Простите, как пишется ваша фамилия?» «У меня нет фамилии». Я изумился. Он сказал, что в переводе на русский «Момушуло» означает «сын Момыша». «Это мое отчество», — продолжал он. «Баурджан» — имя, а фамилии нет. «Если вы все-таки когда-нибудь будете обо мне писать, называйте меня по-казахски. Баурджан Момыш-уло. Пусть будет известно, это казах, это пастух, гонявший баранов по степи, это человек, у которого нет фамилии». Это лишь отрывок из повести, с которой нам предстоит знакомиться дальше. Сегодня на уроке мы должны с вами выполнить ряд заданий. На странице 229-230 учебника есть данный отрывок. Вам необходимо заполнить таблицу-характеристику образа главного героя повести Бауржана Момышуло, указать его внешность, особенности речи и характер, который можно определить по данному отрывку. Второе задание – определить тему, основную мысль отрывка, записать 10 ключевых слов, записать 2 тонких и 2 толстых вопроса. Ответить на вопрос, почему Бауржан Момышуло просил писателя называть его по-казахски. О чем говорит этот факт? Соблюдайте правила стратегии ПОПС. Главным фактором победы было проявление патриотизма воинов. Что же такое патриотизм? Мы попробуем с вами составить синклей. Патриотизм какой? Верный, преданный. Что нужно делать? Служить, защищать, ценить. Патриотизм – это любовь к Отечеству. Патриотизм – это синоним слова подвиг. Если вас заинтересовала биография Бауржана Момышуло, рекомендую вам посмотреть следующие видеоресурсы. Домашнее задание. На странице 232 вам необходимо прочитать главу «Страх» и составить сложный план к данной главе. Спасибо за внимание.